российский авиапром, в отличие от автопрома, сейчас совершает технологический рывок в области беспилотных летательных аппаратов. Но сегодня у России есть почти все типы беспилотников собственного производства. Разведывательные, ударные и оперативно-тактические дроны. Все они принимают активное участие в специальной военной операции на Украине. Беспилотная авиация применяется в сельском хозяйстве, нефтедобывающей отрасли, контроле дорог, даже доставке посылок. На этом фоне очень значимой выглядит победа сборной Татарстана на фестивале дронов «Архипелаг». Героем, конечно же, стал Булат Нургалиев. Ему всего 14 лет, и он самый молодой оператор беспилотников в России. С соревнований Булат привез 9 кубков и 3 медали. Быстрее всех пролетел трассу и выполнил все специальные задания. За него теперь дерутся специалисты из Москвы, но пока Булат не намерен покидать родной город. Мечтает о тайнах большого неба, но знает, чтобы оказаться там, нужно потрудиться здесь. Булат не просто умеет летать, но и собирает дроны своими руками, ремонтирует и разрабатывает программы для них. Он не единственный, кто уже сейчас вносит вклад в цифровое мобильное будущее всей страны. Интересные знакомства и проекты у Диляры Юсуповой. Включить дрон, включить аппаратуру управления, включить очки. И полететь. Знакомо ли вам ощущение, когда сложенный собственными руками вертолет летит далеко-далеко, дальше, чем вы могли бы представить? Чувство такого полета порождает желание сделать еще что-то более совершенное. Для этого мальчика такой порыв обернулся новым увлечением, возможно, изменившим его судьбу. Очень близко к зданию, к какому-то элементу очень близко подлетаешь и... Да, вдоль здания. Это очень красиво. Он говорит на непонятном для нас далеких от инженерии языке. Фристайл, контроллер, симулятор. Но что точно понятно в его лексиконе, это слова «красиво» и «удовольствие». Любой полет для Булата – это совокупность этих двух понятий. Чтобы было красиво, чтобы приносило удовольствие. Некоторые просто паяют и некрасиво. А мне нравится, чтобы когда прям пайка прям блестела. Прям, чтобы отражение было видно. Ты эстет. Да. Чтобы все было аккуратненько, да? Чтобы прям все по эстетике было. Кто-то просто летает, а надо еще научиться летать красиво, чтобы не просто там вперед-назад, а чтобы это тебе доставляло хорошее такое удовольствие. Своей красивой пилотирующей техникой и мастерством он пролетел трассу быстрее всех соперников и справился с трудным испытанием на фестивале «Архипелаг», сбив 3 импровизированных самолета. Я пролетел трассу и максимально высоко взлетел. Потом перевернулся так, чтобы камера смотрела вниз и пытался разглядеть самолет. Когда я увидел самолет, я начинал лететь в него. Теперь лучшие специалисты страны, работающие над созданием настоящей авиации и космических измерений, погрузились в иное измерение – измерение детской мечты. За него бьются инженеры из Москвы, но он хочет остаться в родном городе и продолжать тренироваться в техникуме связи. Есть дрон у нас, он весит 34 грамма с аккумулятором. И его даже малейший ветер уже начинает сдувать. Да, но если дрон тяжелый, то и управлять им тяжелее становится. Он знает все отличия дронов, и среди них есть и свои любимчики. Этот не из них. Это промышленный беспилотник, грузный и неудобный. Но чтобы завоевать высоту, надо уметь все, считает юный инженер. В самом классе он не один, да и победителей здесь в техникуме много. У нас будет, скажем так, 2 участника в команде. Это оператор и сам программист. Я буду оператором и буду на перехвате дрона, чтобы... Если у дрона возникнут ошибки во время полета, я смог перехватить дрон и в ручном режиме посадить его на землю. Эти 2 ребят работают в паре. Один программирует, другой управляет. Парни тоже привезли свои награды с архипелага компетенции эксплуатации беспилотных систем. Первым делом дроны, считает и Али Мусин, учащийся инженерного лицея КАИ. Он стал первым на треке продолжительность полета квадрокоптеры в категории промышленных дронов.
Он уже научил свой беспилотник и проходить дистанции на время и доставлять посылки. Чтобы он не сломался от собственной тяжести, перед запуском пришлось придумать конструкцию поддерживающих его опор. Я сначала просто научился летать на нем, потом начал как раз-таки захват ставил, учился ловить мячики, потом учился писать код, чтобы дрон летал без моего управления. Следующий этап – довести все до автоматизма. Ну а пока встреча в Казанском Кремле. За чашкой чая Рустам Минниханов общается и поздравляет лучших беспилотной авиации. С соревнований «Архипелаг» все эти ребята привезли 29 наград. Хотел бы поблагодарить ваших наставников, ваших родителей, руководителей ваших образовательных учреждений, потому что все, что вы достигли, это не думайте только вы, ваши наставники, учителя, родители. Они были вместе с вами. И, конечно же, вот этот уровень, надо двигаться вперед, останавливаться нельзя. Использование беспилотной авиации в России востребовано сегодня как никогда. Дроны применяются в агросекторе, нефтеперерабатывающей отрасли, доставке посылок, контроле дорог. Есть мониторинговые дроны, есть агродроны, есть дроны для поиска людей в труднодоступных местах, а также обрабатывающие и поливающие дроны. Ну и, конечно, военные. В следующем году у нас стартует национальный проект по развитию беспилотной авиации, и колоссальные средства будут, соответственно, в этом направлении выделяться из федерального бюджета, со стороны предприятий, и эта отрасль как никогда является очень актуальной. Беспилотники – это ведь не только летать, да? Это, безусловно, знание законов физики для того, чтобы уметь управлять. Это, безусловно, знание умений паять, то есть это или сама электроника, да? Это где-то мехатроника. Это к тому, что если кому-то показалось, что игрушки все это, то нет. И эти ребята тому подтверждение. То, что выглядит как забава, имеет многослойное дно. Хотя на первый взгляд вот он летит, и остается только ощущение счастья. Взрослые вспомнили, как были детьми. И, по крайней мере, один ребенок уж точно решил, что хочет покорить небо. Для этого и нужно всего-то ему покориться. Хочу стать пилотом гражданской авиации, пилотом самолета. Диляра Юсупова, Роман Безменов. 7 дней.